Здравствуйте, это итоги недели с Танзилой Цуровой. И прямо сейчас коротко о самых главных событиях минувшей недели. Приоритеты на 2014 год. Послание главы Ингушетии Народному собранию прозвучало. На высоте 100 метров огонь Олимпиады зажгли на башне Согласия в Магасе. Юбилей Победы. 900 дней блокады и долгожданное освобождение вспоминают ветераны Великой Отечественной. Полезная и вкусная еда для любителей, вместе с тем опасный и нелегкий труд для собирателей. Главным политическим событием недели стало послание главы Народному собранию. Речь ежегодная, но каждый раз глава Ингушетии расставляет приоритеты не только на год, но и на обозримое будущее. Мой коллега тоже слушал программную речь Юнусбека Евкурова, и вот что он узнал из обращения руководителя региона. Свое пятое по счету послание Народному собранию глава Ингушетии начал с главного международного политического и спортивного события, ожидаемого в эти дни в Сочи. Недавно в республике прошла эстафета Олимпийского огня. Юнусбек Евкуров назвал этот день поистине историческим. Послание в этом году проходит на фоне нескольких больших исторических дат. Конституция и Народное собрание региона отмечает свое 20-летие. 70 лет исполняется со дня депортации ингушского народа в Казахстан и в Среднюю Азию. Трагедия 44-го года прошлого столетия должна придать нам силы для дальнейшего социально-экономического развития субъекта, сказал глава Ингушетии. Прежде чем перейти к основному, Юнусбек Евкуров затронул прошлое послание. Власти успешно справились с поставленными задачами. В соответствии с оценкой эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам работы 2012 года, проведенной Министерством регионального развития Российской Федерации в 2013 году, наша республика вошла в 20-ку самых успешных субъектов страны. А в 2011 году мы были на 67-м месте, что свидетельствует о правильности выбранного нами курса по социально-экономическому развитию нашего региона. Надеемся, что мы по итогам 2013 года тоже получим грант правительства Российской Федерации, так же, как и в прошлом году за 2012 год. Мы получили за 2012 год грант 252 миллиона рублей, которые полностью ушли на дворец спорта, который у нас строится. В прошлом году региональным властям удалось повысить заработную плату отдельной категории работников бюджетной сферы, выполнив тем самым показатели дорожных карт. За счет реорганизации неэффективных учреждений и увеличения налоговых сборов повысили зарплату и работникам социальной сферы. В продолжении исполнения прошлогодних указов главы государства работа по улучшению качества жизни людей будет продолжена. В этом году также ожидается повышение оплаты труда медиков, учителей и работников культуры. Целевые индикаторы на сегодняшний день определены по 6 категориям работников в бюджетной сфере. И увеличение заработной платы будет продолжаться вплоть до 2018 года. Дорожные карты по их достижению утверждены. В 2014 году всего на реализацию указов президента Российской Федерации нам необходимо изыскать более 800 миллионов рублей. Это тоже будет как раз показателем и задачей для налоговых служб по добросовестному сбору налогов, чтобы эти деньги найти и выполнить все указы и задачи, которые перед нами стоят. Повышением зарплат должны наблюдаться конкретные достижения в области здравоохранения, образования и культуры, отметил Юнусбек Евкуров. Еще одно достижение ушедшего года – Ингушетия вошла в топ регионов России по темпам роста собираемости налогов. В консолидированный бюджет страны мобилизовано больше 3 миллиардов рублей, а в бюджет республики около 3. Это и новые детсады, школы и спортзалы, уточнил Юнусбек Евкуров. Помимо этого, много объектов строится по линии 13 федеральных и 43 республиканских целевых программ. Важную роль в развитии республики продолжают занимать федеральные целевые программы. Всего в 2013 году на территории республики Ингушетия реализовывалось 13 федеральных и 43 республиканские целевые программы на общую сумму более чем 11 миллиардов рублей. Только в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития республики Ингушетия на 2010-2016 годы в 2013 году велось строительство 35 объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, агропромышленного комплекса, энергетики и производственного назначения. Приоритеты обозначены, задачи поставлены. Глава Ингушетии ждет от исполнительной и законодательной власти конкретных результатов. Этот год для Ингушетии должен быть годом безусловных достижений. Руслан Машхоев, Магомед Гагиев, Тимур Карахоев специально для итоговой программы.
Рост экономики и промышленности, развитие здравоохранения, образования и туризма. Это послание скорее инструкция к действию. Что думают о программе на 2014 представители исполнительной власти и законодатели? О первых впечатлениях слушателей узнали наши корреспонденты. В первую очередь, конечно, сделан анализ дел нашей республики, в том числе и социально-экономического развития, политического развития, и намечены планы на будущее. Юнусбек Баматкерович обычно в такой его форме общения четко определил задачи, которые сегодня он видит стоят перед республикой. Внимание было уделено. Это работа и борьбы с коррупцией, и правильной организации работы, и чиновничьей работы. Очень важно, на мой взгляд, это заявление было воспитание молодежи, воспитание молодых людей, не только духовное, не только традиции, но и спортивное, как говорится, в живом теле, живой дух. Наверное, многие заметили, тоже я что заметил в этом послании, впервые послание носило такой экономический характер. Наверное, заметили, все-таки не было о том, что нам необходим рост терроризма, экстремизмом. Все-таки мы вот этот рубеж преодолели. Это значит, наступило время заниматься экономикой. Партия «Единая Россия», конечно же, составит план реализации послания главы республики. Те сферы, различные сферы общественной жизни, проблемы, о которых говорил Юнусбек Баматкерович, они, конечно, являются еще очень актуальными. Я понимаю, что необходимо приложить еще значительные усилия для того, чтобы выполнить все, что наметил глава, то, что наметило руководство республики. Но для этого и в этом огромную роль играет каждый гражданин, каждый житель республики. Общественная палата в этом смысле, вот в этом процессе будет занимать отведенную ей роль. Мы будем вмешиваться, так скажем, в кавычках, во все значимые мероприятия. Мы будем помогать власти в осуществлении этих мероприятий. План главы республики является руководством к действию. Оно определяет основные направления, в соответствии с которыми республика должна развиваться на ближайшую перспективу. В том числе и основные направления бюджетной политики сформулированы были. Что касается реализации дорожных карт и повышения заработной платы отдельным категориям бюджетной сферы, мы предусматриваем повышение заработной платы педагогическим работникам, работникам здравоохранения, работникам дошкольного образования, дополнительного школьного образования, профобразования. Вы знаете, планы на следующий год и на ближайшие годы – это основа того, что было заложено прошлыми годами работы и моих предшественников, и прошлого состава правительства. Те программы, которые были приняты в Республике Ингушетия, Социально-экономическая ССР и Юг России, они дали свои результаты. Тот момент, который был отмечен Минрегионом и был Республике Ингушетия выделен грант 252 миллиона рублей, это результат эффективного использования этих программ. Есть куда идти, и мы знаем, как идти. То, что достигнуто, это является лишь началом того, что необходимо сделать. И, конечно, поставленные задачи на следующий, на этот 2014 год в плане здравоохранения, который мы должны достигнуть, это определенного вида индикаторы, можно сказать, и в соответствии тому посланию президента Российской Федерации, которое было в майских праздниках 2012 года, в указах, значит, было отмечено. И в соответствии вот этим указом и в соответствии с посланием нашего главы мы будем работать в течение этого года для достижения тех показателей и в плане показателей самой системы здравоохранения. Его послание, как и предыдущее, и это станет настольной книгой для всех, кто хочет работать. Более того, вы заметили очень важный момент. Он сказал, кто бы вы ни были, общественник, чиновник, депутат и оппозиционер, что касается людей, республики, благосостояния, укрепления государственности, будьте добры, становитесь рядом.
И к другим темам. Наконец дошел до Ингушетии огонь Олимпиады. Красочно и многолюдно было в столице во вторник. Символ Олимпиады пронесли по Центральному проспекту. А кульминационный момент – зажжение самой чаши Олимпийского огня – развернулся на 100-метровой высоте. Чашу Олимпийского огня установили на крыше башни Согласия. Последний факелоносец, олимпийский чемпион по боксу Рахим Чехкиев, поднявшись сначала по внутренней лестнице, затем на подъемном кране, зажег пламя в небе. Вместе со всеми с земли наблюдал за происходящим и наш корреспондент Муслим Ганиев. Лампаду с олимпийским огнем доставили в 2 часа дня в аэропорт Магаз. Там его встретили хлебом-солью и зажигательной лезгинкой. Далее огонь перевезли в столицу республики. Здесь же и прошла вся эстафета. 17 человек, передавая друг другу, принесли символ Олимпиады по главному проспекту. В числе факелоносцев известные спортсмены и ветераны спорта. Хочется верить, и мы верим, что мы покажем пример всему миру, как надо проводить Олимпийские игры. И мы сделаем это вместе. Сегодня хочется сказать огромное спасибо тем авторам проекта века, это так и есть, которые сделали так, что вся страна является участником Олимпийских игр. После состоялось, пожалуй, самое ответственное действо. Принесли лампаду с огнем, которая преодолела 1000 километров. Первый факел зажгли в руках министра по физической культуре и спорту республики, 5-кратного чемпиона мира по боксу среди профессионалов Ахмеда Катиева. Он стал первым факелоносцем. Это грандиозное, масштабное мероприятие. Быть ее участником – большая ценность для меня. Олимпийский огонь, передаваемый из рук в руки, символизирует дружбу, взаимопонимание между людьми. Я хочу пожелать всем нашим участникам, чтобы на этот раз сборная команда России заняла общекомандное первое место. Проспект, по которому состоялась эстафета, с обеих сторон был заполнен зрителями. Несмотря на холод и мороз, в Магасе гости не скупились на эмоции, а один из факелоносцев чуть было не начал танцевать. Эмоции переплескивали. Свой участок, который составил около 100 метров, пробежал ветеран спорта Весенгелей Барханоев. В свои 83 он ведет активный образ жизни, готовился к эстафете около 3 месяцев. Пройти свой участок славы и войти в историю олимпийского движения легкоатлета не составило проблем. Он и так каждый день пробегает от 10 до 15 километров. Накануне эстафеты тренировки удвоил, а усилия увеличил. В числе факелоносцев и первой на Кавказе покорительница 5 самых высоких точек мира Лейла Албагачиева. Это не первый символ Олимпиады, который доверили Лейле. Благодаря ей флаг сочинских игр теперь на самой высокой точке планеты. После Олимпиады Лейла планирует еще одно восхождение на Эверест. На этот раз она собирается установить флаг с автографами всех российских победителей предстоящей Олимпиады. Ощущения те же, что я чувствовала на Эвересте. И я хочу сказать, когда я поднимала флаг Олимпийского комитета на вершину Эвереста, тогда с этого дня я была горда и счастлива тем, что я приняла хоть самое малое и незначительное участие в предстоящих Олимпийских играх. Можно сказать, что Ингушетия начинала свою эстафету 20 мая 2013 году. Почти 14 тысяч человек поднимут факел над своей головой за время эстафеты. Он сделан по образу пера жар-птицы, весит около 2 килограмм. Конструкция составлена так, чтобы максимально удобно было его нести. Одни эмоции, вот столько людей наблюдает республики, в России, во всем мире. Ощущения такие, как будто, можно сказать, на мире где-то боролся на Олимпиаде, переживал сильно. Я в Красноярске же выступаю, с Красноярска звонят, говорят там, мы смотрели, говорят, переживали, также, друзья с Красноярска звонили. Самую ответственную миссию эстафеты возложили на олимпийского чемпиона Пекина Рахима Чехкиева. Он зажег городскую чашу игр, которая установлена на башне Согласия на высоте 100 метров. Пока эстафета дошла до республики, она прошла 1000 километров пути по всему миру. Ее опускали на дно Байкала, поднимали на самую высокую точку Екатеринбурга, смотровую площадку бизнес-центра Высоцкий, провезли по Ямалу на оленях. С уверенностью можно сказать, что зажжение огня на 100-метровой высоте прошло в не менее экстремальных условиях. Поддерживаем, друзья! Ура! Вот он! Вот он! С праздником
друзья! Было страшно, когда поднимался. Я немножко боюсь туда, не буду лукавить, но не то чтобы страшно, но волнительно. Было волнительно. Какие похожи ли эмоции, которые ты испытывал в Пекине вот сегодняшними? Да, похожие эмоции. Я что-то такое подобное испытываю, потому что тут большая масса людей, то есть люди приветствуют, поддерживают, чувствуется, что к тебе приковано внимание. На этом официальная часть эстафеты в Ингушетии завершилась. Посмотреть это историческое событие приехали несколько тысяч человек со всей республики. Каждый из них внес свой вклад в олимпийское движение. Чувствуется, что праздник. Весь народ чувствует праздник, сплоченность. Дай Бог, чтобы вот такие праздники были. Народ чувствует, что есть сплоченность и есть единство в народе. Эстафету Олимпийского огня в Ингушетии запомнят надолго. В честь нее в республике проводили спортивно-массовые и концертные мероприятия. Также в канун прибытия огня прошел автопробег. На нем молодежь проехала от Магасовского круга до центра столицы на мотоциклах, ну а старшее поколение на ретро-автомобилях. Но гвоздь программы – всадники ингуши, как и полагается, в черкесках и папахах. Огонь на башне Согласия, несмотря на туман, который сегодня окутал столицу республики, был виден за несколько километров. Чаша, как и все 17 факелов, останутся навсегда в республике. Они не дадут забыть об участии Ингушетии в этом действии. Муслим Гани, Магомед Измайлов, Рахман Цуров, Тимур Карахоев, Сунбек Аздоев. Итоги недели. Первым принял эстафету Олимпийского огня в Магасе министр спорта Ахмед Катиев. Об эмоциях и фактах, о спорте в Ингушетии и предстоящей Олимпиаде 2014 мы говорили с ним на днях в нашей студии. Здравствуйте, Ахмед Якубович. Здравствуйте. Вы открыли эстафету Олимпийского огня в Ингушетии. Каково это быть первым? Ваши эмоции в этот момент? Быть вообще участником эстафеты – это уже большая честь. А то, что меня поставили первым, это вдвойне приятно. Каждый из этих участников мог бы быть первым. Каждый из них был достоин стать первым факелоносцем. Но, наверное, учитывая то, что я сегодня являюсь министром по физической культуре и спорту, меня поставили первым, что мне очень приятно. Вообще участие в этом, я почувствовал, как будто вновь опять в спорте, как будто я сам молодой спортсмен. Вот эти эмоции. Было очень приятно, конечно. Среди нас был участник, которому было 82 года, Весенгири Барханоев. Он тоже, как молодой парень, радовался эстафете Олимпийского огня. Это были все спортсмены? По каким критериям их выбирали? Значит, все были спортсмены, тренера, бывшие спортсмены. Альпинистка была наша Лейла Албагачиева. Спортсмены все, они были все заслуженные люди. А будут ли ингушские спортсмены участвовать на зимней Олимпиаде в Сочи? На сегодняшний день зимними видами спорта у нас не занимаются. Сейчас мы открыли горнолыжную трассу. Сейчас мы строим ледовый дворец, где у нас уже мы начинаем подготовку наших ребят к этому виду спорта. Есть договоренность с коллегами из Северной Осетии, где мы совместно будем учить наших детей. То есть мы не будем ждать до конца года, пока будет строиться наш дворец ледовый. И я очень надеюсь, что в следующих Олимпийских играх зимних мы сможем принять участие. Будем надеяться на это. А какие еще объекты строятся? Дворец спорта, который мы планируем в этом году закончить. Ледовый дворец, я повторюсь. Плавательный бассейн. А это все три объекта, они находятся на одной площадке. Будет такой маленький спортивный городок у нас. Это в Назране. В сельском поселении Ачулыки строится физкультурно-оздоровительный комплекс. В Джейрах у нас строится физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы уже открыли горнолыжную трассу, уже можем заниматься горнолыжным спортом. Как я уже сказал, мы строим ледовый дворец. Значит, в ближайшее время мы начнем уже формировать команду по хоккею. И не будем ждать, как я уже сказал, до конца строительства нашего дворца спорта, а будем в Северной Осетии обучать наших детей хоккею. Лыжные забеги у нас будут, вы знаете, 10-11 февраля День лыжной России. И мы к этой дате сейчас готовимся. И, пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих принять участие в лыжном забеге, чтобы они обращались в Министерство спорта. Мы им поможем всем необходимым и будем, пока погода позволяет, заниматься этим видом спорта. Сочи – южный город, но, несмотря на это, стал местом проведения зимней Олимпиады. В Ингушетии сейчас тоже развивают зимние виды спорта.
Будете ли принимать опыт сочинских коллег? Был я, допустим, в Лондоне на Олимпиаде. Конечно, я там как спортсмен, как министр по спорту, я всегда стараюсь брать то, что будет полезно для нас, для нашего спорта. Естественно, мы будем смотреть. Понятное дело, что в Ингушетии Олимпиады не будет, но я буду наблюдать, как они проводят вот именно те зимние виды спорта, чтобы, когда мы будем у себя проводить, чтобы это уже было наглядно, чтобы нам не надо было бы приглашать извне, чтобы мы сами могли проводить эти мероприятия. Понятно, что бокса на 22-х зимних Олимпийских играх не будет, но все же какой вид спорта вы будете смотреть и откуда? Дома или в Сочи? 5 числа уезжаю в Сочи, и буду там и на открытии, и буду наблюдать за Олимпиадой. Ну, конечно, первый вид спорта — это хоккей, конечно, мой любимый вид спорта из зимних видов спорта. Хоккей, ну, а также биатлон и все, что там возможность будет за эти дни, я, конечно, постараюсь посмотреть. И в заключении нашей беседы, что пожелаете сборной России? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы, тем более, учитывая, что Олимпиада проходит у нас в России, конечно, хочется, чтобы мы победили, чтобы наша сборная заняла первое общекомандное место. Я очень надеюсь, что мы станем первыми. Спасибо вам, Ахибет Якубович. Желаем удачи нашей сборной. Спасибо. Это итоги недели. Смотрите далее в нашем выпуске. Еда для любителей, вместе с тем опасный и нелегкий труд для собирателей. Он памятник воздвиг себе нерукотворный, словом и любовью к родине. 110 лет со дня рождения ингушского поэта. Зима наконец-то вступила в свои права. Суровые русские морозы пришли в Ингушетию. На неделе отметили в северной столице страны Ленинградский день Победы. 70 лет назад город был полностью освобожден от фашистской блокады. Она длилась почти 900 дней и унесла до 1,5 миллиона жизней. Люди умирали под пулями, но в основном из-за голода. Сложно найти семью, которая пережила это время без потерь. Среди тех, кто отстоял Ленинград, и наш земляк Баматгирей Келигов. Это был первый и последний бой 20-летнего пехотинца Баматгирея Келигова. Ленинградский фронт. Железная дорога Москва-Ленинград. Вечер 19 августа 1942 года. Когда прозвучало в атаку, выскочил из окопа, пробежал шагов 5 и за спиной разорвалась граната. Я получил ранение и до того, как попал в больницу, лежал в окопе 2 суток в окружении немцев. Иногда приходил в себя, но чаще был без сознания, вероятно, из-за ранений. На 3-й день началось наступление советских войск, и они, подобрав, доставили меня в больницу. Потом были госпитали Ленинграда, Вологды, казахстанская ссылка, возвращение в разоренный дом, работа в совхозе. Сейчас Келигов живет в Малгобекском районе Ингушетии. У него 4 дочери и столько же сыновей. 5 первых шагов в бою под Ленинградом оставили в его легком осколок, а в сердце память на всю жизнь. В обороне Ленинграда объединились усилия всей страны. Среди защитников города были более 100 уроженцев Ингушетии. Не жалея своих жизней, они защищали город на Неве. Нацистская Германия придавала захвату Ленинграда первостепенное значение и не останавливалась перед применением самых бесчеловечных методов борьбы – воздушных и артиллерийских ударов. Смертность от голода носила массовый характер. Ежедневно гибли сотни человек. Падение Ленинграда привело бы к изоляции северных районов СССР. Советское государство лишилось бы одного из важнейших политических и экономических центров. Оборона Ленинграда была самой продолжительной из всех сражений Великой Отечественной войны. В 70-ю годовщину освобождения города в Ингушском государственном музее проходит мероприятие, на котором ученики 2-х и 3-х классов читают страницы истории для тех, чьи родственники пали на фронтах Великой Отечественной. Вот каждый ребенок, который сегодня участвует в мероприятии, каждый ребенок, который это мероприятие посмотрит, каждый ребенок, который задумается о том, как же это так, вот в такой сложности, вот в такое трудное время люди не были побеждены, как они смогли противостоять, которые поймут, что
Именно сила духа является главным для человека. Из этого каждого ребенка вырастет настоящий патриот, настоящий сын своего Отечества. И это для нас сегодня это самое главное. В Ингушском музее краеведения по сей день ведут историко-исследовательские работы для того, чтобы помнить каждого ингуша, который вместе со своей страной освобождал Ленинград. Милана Султыгова про сегодняшний день знает немало и может ответить на самые непростые вопросы, касающиеся блокады Ленинграда. Какой танк самый мощный по общему признанию? Сколько дней длилась блокада и даже какой рацион питания был у участников блокады? Впрочем, как и все ее одноклассники, к открытому уроку, посвященному 70-летию снятия блокады в Ленинграде, учащиеся готовились давно. Татьяна Савичева, ленинградская школьница, ее дневник стал символом победы Великой Отечественной. Он служит напоминанием для них. В этом дневнике всего 9 страниц, и на 6 из них даты смерти близких людей. Сама Таня Савичева была эвакуирована из Ленинграда летом 1942 года. Никого не оставили равнодушными истории о дороге жизни, о тяжелом труде водителей, от которых зависела поставка продуктов в блокированный Ленинград. Открытый урок под названием «Великий подвиг Ленинграда» прошел и в 11 классе. К нему подготовились все ученики. Про исторический город рассказать хотелось каждому. Разбилась боевая мощь врага, зарывшего в русские снега. О, этот город, как его пытали, с земли и с неба, стужей и огнем. В библиотеке этой школы организовали выставку, приуроченную этому событию. На базе школы функционирует музей под названием «Вечная память павшим в боях за Ленинград», который повествует о тех исторических событиях далеких, но вместе с тем и близких 40-х годах. Здесь имеются биографические справки участников блокады, для которых день освобождения Ленинграда – второй день рождения тех воинов, чья храбрость и патриотизм так и не были сломлены врагом. Исторический музей – живая память о них. Так как это уже не второе, не третье, даже четвертое поколение сейчас живет у нас, историю помнить мы должны. Историю на этих примерах героически погибших людей, выживших блокаду Ленинграда, мы воспитываем наших детей. Зухра Гамбердова, Зарема Евлоева, Фатима Кариева, Муса Хамхоев. Итоги недели. С построения личного состава ОМОНа началось торжественное мероприятие, приуроченное к годовщине создания этого подразделения в Ингушетии. На встречу приехал Юнусбек Евкуров, министр внутренних дел Ингушетии Александр Трофимов и депутаты Народного собрания. Руководитель региона, выступая перед бойцами ОМОНа, подчеркнул, что полиция всегда была гарантом стабильности в регионе. Ваша служба, ваша работа, она всегда сопряжена с риском для жизни. И самое главное, ваши эффективные действия всегда показывают тем нарушителям, которые на вашем пути попадаются, что шутить с органами правопорядка нельзя. Это очень важная тема. Я еще раз повторяю, есть разные структуры, разные подразделения, которые несут службу, работают. Но ваше появление – это уже как резерв Верховного, как резерв непосредственно министра, как по Республике Ингушетия, так и министра внутренних дел Российской Федерации. Подарками и почетными грамотами наградили отличившихся в службе сотрудников. Кроме того, 2 семьям погибших сотрудников ОМОНа вручили ключи от квартир. Пополнился и автопарк подразделения. Министр внутренних дел Александр Трофимов вручил ключи ОМОНовцам от автомобиля ВАЗ-Патриот. Их главная цель – выполнить любую служебную боевую задачу без потерь. 21 год образования отметили бойцы ОМОНа Ингушетии. Накануне важной даты они согласились не только рассказать о себе, но и продемонстрировать порой смертельный риск своей работы. Эксклюзивные кадры в репортаже Магомеда Асканова. Их работа и опасна, и трудна. Полицейские подразделения всегда славились стойкостью бойцов и стремлением никогда не сдаваться. Ингушский ОМОН со дня образования испытал немало трудностей. В истории отдела десятки боевых потерь. На стенах славы фотографии тех, кто ценой своей жизни отстоял право считаться самыми сильными. 52 сотрудника отряда отмечены государственными наградами, 2 из которых были представлены к званию Героя России. Мы из гражданки людей не берем. Мы берем из сотрудников полиции, которые прошли первоначальную подготовку. И в своем сознании, морально-психологически были готовы к экстренным ситуациям, те, которые у нас возникают в обыденной жизни.
и, соответственно, были морально-физически здоровы. Потому что без этого он не боец. На Хусейна Талдиева покушались дважды. Как говорят в народе, таких людей трудно сломать. Вот только забыть о боевых товарищах, ценой собственной жизни отстоявших покой родной Ингушетии, никак не получается. Печальный пример, когда Мусун Альгиева и его семью преступники застали в дороге и расстреляли, не пощадив даже детей. Павших при выполнении служебного долга более 30 сотрудников, 12 из которых удостоены государственными наградами посмертно. Один из них Мавлид Добриев, старший инженерно-технической группы. Он служил в ОМОНе со дня его образования. 5 лет назад Мавли подорвался на мине в Сурхахах. Он входил в десятку самых лучших саперов России. Старший лейтенант Добриев Мавли Умарович. У него и учились сегодняшние саперы. На службе они немногословны, но нашей съемочной группе саперы делают исключение и демонстрируют основные этапы разминирования. Первым из спецмашины выходит робот. Аппарат дистанционного управления берет на себя основной удар. Эта разработка саперы считают главным техническим достижением. Машина способна уничтожать мины, фугасы, да и любые взрывные устройства. Лучшим другом и боевым товарищем, конечно, служит собака. Рекс больше удивлен нашей камере, а все, что происходит, его не смущает. Это его работа. Он и находит для робота взрывное устройство. Эти ребята не просто самоучки, они не раз проходили специальную подготовку. Саперы наращивают и без того солидный опыт, переданный им боевым братом Мавли Добриевым. Один из его учеников нынче успешный сотрудник ОМОН Хасан Асканов. Он раскрывает для нас несколько секретов своей работы. То, что происходит, называется инженерной разведкой, с использованием робототехнического комплекса «Варан». Он управляется дистанционно, то есть от оператора, вот сидит оператор, вот у него монитор, компьютер с дистанционным управлением. Немало времени уходит и на установку всего оборудования. Робот снабжен видеокамерами. С этого ящика взрывотехники манипулируют все действия спецтехники. И вот саперы обезвреживают взрывное устройство на месте. Нас учили больше, мерам безопасности. Потому что они понимали, работа очень сложная, опасная. Мы были молодые, неопытные еще. Они пытались передать нам опыт. Честно говоря, они много чего передали, но все-таки их не доставало, когда их не стало. Помимо инженерно-технической группы, бойцы отряда спецподразделений ОМОН проходят ежедневную спортивную подготовку. Отрабатываются учебные тренировки по захвату предполагаемых преступников. А занимать первые места на всероссийских и республиканских соревнованиях стало традицией. Скоро ОМОНовцы переедут в новое здание. Ожидается и поступление 2 вертолетов. Однако бойцы никогда не забывают, что это все пригодится именно в защите населения. А сохранение единства и порядка в стране и в республике – их призвание. Магомед Асканов, Ахмед Парчиев, Муса Хамхоев. Итоги недели. Вопрос безопасности, но уже в другом ключе, поднимался на этой неделе на сходе граждан в Нестеровском. В лесах Сунжинского района проросла черемша. Началось время сезонного заработка для десятков семей. Знание лесной карты еще не обеспечивает полную безопасность сборщиков этого дикороса. В лесу их могут поджидать самые непредсказуемые обстоятельства. Поэтому на сходе граждан объявлено о необходимости зарегистрироваться в учетной книге по месту жительства. Мы рекомендовали гражданам, что они должны одевать штатскую одежду, а не какую-то камуфлированную одежду. На территории Аснинского ущелья у нас проводится контртеррористическая операция, и мы гражданам говорим о тех местах, в которых нежелательно бы, чтобы они занимались сбором черемши. Это направление Татых, это направление Фортанги за Верхним Алкуном. Меры безопасности ужесточили. Собирать черемшу можно только согласовав действия с муниципалитетом. Тем временем дикий лук, так по-другому его называют в народе, уже появился на прилавках рынков. Удовольствие это не из дешевых, но цены оправданы неимоверным трудом сборщиков, которые ни свет ни заря отправляются в лес. С одной из таких групп Алкунский лес отправился наш корреспондент Руслан Албагачиев. Мухарбек Хани знает Алкунский лес как никто другой. Конец зимы для него и его односельчан – время серьезного заработка. Начинается сезон сбора черемши. Дело это сложное, но прибыльное. В селе рассказывают, что самые трудолюбивые за 2 неполных месяца умудряются заработать несколько сотен тысяч рублей. Это и не удивительно. Сейчас, к примеру, килограмм этого дикороса в первозданном виде стоит 170 рублей, а очищенная черемша – 350. Вот так мы ее копаем. Идем в лес.
очищаем эту территорию от лишних листьев, вот так берем и копаем. И до вечера потихоньку набирается у нас она. Для того, чтобы найти хорошую поляну с черемшой, необходимо пройти в лес на несколько километров. Но это, к примеру, 5-6 километров. Потому что вблизи дороги и населенных пунктов всю черемшу уже собрали местные жители. А самые лучшие места находятся в самой глубине этого леса. Уйти вглубь леса осмеливаются немногие, но и это под пристальным контролем пограничников. Кроме того, все, кто отправляется за черемшой, в обязательном порядке должны сообщить в местную администрацию. Все, кто осуществляет сбор черемши, регистрируется в органах местного самоуправления. Есть журнал, где они отмечают, например, указывают район сбора. Где-то 26 человек занимается из нашего поселения вот этим занятием. На прилавки местных рынков черемша попадает из Алкуна, Мужичи и Яндари. Для жителей этих сел черемша – это не просто полезный, а стратегический продукт. В зимнее время это основной у нас доход, чем мы подрабатываем. Она не только зарабатываем на это, и она еще полезна. Лучше всего торговля черемшой идет вечером, в час пик, когда все люди возвращаются с работы. Вот и Марем Эльджеркиева решила сегодня побаловать родных их любимым блюдом. Мытую черемшу мы очищаем от корешков. Эти корешки мы также не выкидываем. Из нее получается очень вкусная приправа. Рецептов приготовления черемши много, но Марем предпочитает самый традиционный. Черемшу отваривает, занимает это буквально полчаса. Затем ее заливает молоком и добавляет сливочное масло. И вот кушать подано. Очень вкусно, мне это нравится. Черемша – это не только вкусно, сколько полезно. Издавна ее спиртовую настойку использовали при лечении ревматизма и растирании при бронхитах. Из нее делают мазь, поскольку этот дикий лук способен уничтожить любые бактерии и микробы. Растение не только укрепляет иммунитет, но и способствует профилактике раковых заболеваний. В ней содержится огромное количество так называемых фитонцидов. Это вещество, которое борется с вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей. По-другому у нас по-медицински это называется острые респираторные вирусные заболевания. Ну и грипп, конечно. Если в лес идти лень, а покупать дорого, то черемшу при наличии трудолюбия и терпения можно вырастить и на огороде. Главное найти для плантации влажное и тенистое место. Руслан Албагачиев, Хади Добриева, Илес Дасхоев, Резван Аушев. Итоги недели. Со дня рождения одного известного ученого, поэта и просветителя Салмана Азиева ровно 110 лет. Его творчество – бесценный вклад в ингушскую поэзию. Писатели, студенты, родные и близкие вспоминали поэта и его творчество в Национальной библиотеке Ингушетии. На вечере, посвященном жизни и творчеству Салмана Азиева, собрались научная и творческая интеллигенция, родные, близкие и школьники. Как говорят гости, Салман Азиев не просто писатель. Он был человеком, который занял важное место в развитии ингушской литературы. Очень много трудов, связанных с современной жизнью. То есть это был очень разносторонний человек, и его вклад в литературу совершенно неоценим. Это очень разножанровый писатель, писатель, который чувствовал время, чувствовал будущее и предвосхищал те события в своих произведениях, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Салман Азиев в последние годы своей жизни написал очень много. У него есть поэмы о депортации, о современной молодежи, есть о пригородном районе. Также он написал арабско-русско-ингушский словарь. Салман Азиев – ученый, поэт, просветитель и переводчик. Родился в 1904 году. Учился в техникуме, а в 1939 году окончил педагогический институт. Работал в средних школах. Поэт отдал много времени и труда составлению и изданию грамматики ингушского языка. Одновременно трудился над художественными произведениями. Переводил произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, ряда других классиков. Он автор первой ингушской поэмы «Колым и Тамара». Тема ингушской культуры была основной в творчестве поэта. Человеческие отношения он ставил превыше всего, не только в своих произведениях, но и в жизни. Своим умением говорить, оценивая каждое слово, он давал нам понять, как мы должны общаться с людьми. У него есть и завещания,
конечно, обращенная не только к нам, но обращенная ко всем потомкам. Техинга Васкет, это на ингушском языке, что выполнение этого завещания предполагает жить, когда живешь, уважаемым людьми, и умереть достойно. Потомки лингвиста не только достойно выполняют завет своего дедушки, а некоторые даже пошли по его стопам. Это юный поэт Салман Азиев, праправнук Салмана Азиева-старшего. Учитель знания свои всю душу заряд, ученикам ничего своим, не требуя наград. Славный сын своего народа. Литературный вечер с участием учащихся школ, посвященный 110-летию Салмана Азиева, прошел в Краеведческом музее имени Тугана Мальсагова. Здесь собрались все, кому не безразличны творчество и судьба поэта. Всю свою жизнь он трудился на благо Ингушетии, на благо просвещения ингушского народа. Сегодня почти все более старшее поколение преподавателей учились по учебникам ингушской грамматики, составленным им. Отметить эту дату планирует учреждение образования и культуры. Здесь же в музее работает экспозиция для тех, кому интересно узнать больше об этом удивительно творческом человеке. Милана Хашигульгова, Муса Хамхоев. Итоги недели. Коктейли бодрости или, как их принято называть, энергетические напитки, все популярнее среди молодежи. Энергетики пьют студенты перед экзаменами, спортсмены перед соревнованиями и водители перед дальней дорогой. И просто те, кто хочет просто повысить тонус организма. Что несет в себе напитки бодрости? Пользу или вред, разбирался Руслан Албагачиев. Для многих молодых людей начало дня немыслимо без любимого энергетического напитка. Если раньше сил и бодрости набирали в спортивных залах, то теперь самые ленивые нашли способ попроще. Вышел из дома, зашел в магазин, прихватил баночку энергетика и поехал. Наш герой Ахмед, которому только исполнилось 20 лет, употребляет в день несколько банок энергозаменителя. Единственное оправдание молодого человека – езда за рулем отнимает все силы. Я часто езжу на автомобиле и пью энергетики, чтобы не заснуть. Они меня бодрят. Знаю, что они вредные, но не могу от них отказаться. Интернет буквально завален роликами, призывающими отказаться от употребления энергетиков. Это сладкий яд замедлительного действия считается таковым, поскольку саму энергию он добывает извне, а из тех же ресурсов организма. Это вызывает преждевременное старение. Энергетические напитки действительно дают эффект, правда кратковременный, а после начинается проблема со здоровьем. Нервная система не выдерживает нагрузок, отсюда и разные болячки. Составляющая энергетических напитков – это кофеин. То есть кофеин имеет много побочных эффектов. Основное действие – это перевозбуждение нервной системы, которое ведет к истощению самой этой нервной системы. Таурин также влияет на нервную систему и на сердечно-сосудистую систему. Российское законодательство предусматривает свободную продажу энергетических напитков. Запрет распространяется лишь на несовершеннолетних, так что продавцов и потребителей привлечь к ответственности сложно. Вот и остается правоохранителям предупреждать молодежь о вредных свойствах этого продукта. Инспекторами ПДН во всех школах Назрановского района регулярно проводятся профилактические беседы с учащимися о пагубном влиянии энергетических напитков на организм человека. В ряде российских регионов уже приняты соответствующие законы, которые запрещают продажу безалкогольных тонизирующих напитков. Ингушетия пока не входит в их число, а профилактические меры, как видно, не дают серьезных результатов. Руслан Албагачиев, Муса Хамхоев. Итоги недели. Зима наконец вступила в свои права. Столбики термометра последнюю неделю не поднимаются выше минус 15. Для Ингушетии такая погода – дело непривычное. Обильные снегопады, сильный ветер и гололедица прибавили работы коммунальщикам и экстренным службам. О том, как встречают русскую зиму в республике, сюжет Заремы Евлоевой. Холодно. Наверное, это слово за последнюю неделю чаще всего произносят в народе. Такого мороза, когда щиплет щеки и мерзнут трубы, жители республики не припомнят за последние несколько лет. Чтобы узнать, когда ждать потепления, съемочная группа отправляется к тем, кто знает о погоде все. В ближайшие 6 дней будет такая же
температура воздуха, будут снегопады в Малгобецком и Джайравском районе, сильные снегопады, в Назрановском, Сулинском менее слабые. В региональном МЧС готовы к любым прихотям природы. Личный состав переведен на повышенный режим готовности. Центр управления кризисными ситуациями каждые 2 часа докладывает в Южный региональный центр управления МЧС о ситуации в республике. А пока спасатели предостерегают от поездок на личном авто. Населению обращение больше что касается, без необходимости не выезжать в сторону Ростовской области, в сторону Москвы. Потому что у нас сейчас на данный момент уже 3-й сутки стоит автобус рейсовый, который с Москвы едет. Это на 1151 километре трассы М4 Дон. Учитывая то, что техника стоит на всем участке дороги, то есть огромное количество техники, ни главного управления по Краснодарскому краю, ни территориальные подразделения, они просто не успевают разводить топливо по машинам, потому что 3-4 сутки, когда машины стоят, постоянно прогревается, минусовая температура, вот это проблема. Разбушевавшаяся зима и крепкий мороз прибавили работы службам. Уже с раннего утра, когда редкий водитель уже спешит на работу, на дорогах властвует снегоуборочная техника. Сотрудники автодора выявляют опасные участки дороги, посыпают песчано-солевой смесью. Тяжелый труд этой группы со стороны выглядит как искусство. От водителей требуется повышенное внимание на дорогах. Гололед и снежные заносы повышают риск ДТП. Самое главное, чтобы у нас был саппорт. Ну, дорога очень скользкая. Просьба была дорожникам, чтобы они там немножко помогли с песком, солью. На этой неделе в Ингушетии зарегистрировано несколько крупных аварий. Есть пострадавшие. Причины тому самые простые. Несоблюдение скоростного режима и отсутствие зимней резины. Очень большая была просьба ко всем водителям еще раз отнестись более ответственно к своей жизни, сменить летнюю резину на зимнюю, быть более внимательным на дороге, соблюдать скоростной режим и более быть терпеливее к себе и к окружающим, так как сегодняшнее наше терпение на дороге – это залог безопасности. Группы медицины катастроф в эти дни тоже дежурят в усиленном режиме и, к сожалению, без работы не остаются. За последние двое суток наша дежурная бригада выезжала на различные ДТП. Это в районе Тушоли, М29 ФАТ, село Яндари. Доставляли больных с различными степенью тяжести и РКБ. Мы выезжаем чисто на ДТП, а так других сообщений пожаров, других ситуаций не поступало. Несмотря на то, что уже 2 зимних месяца позади, среди автолюбителей есть и те, кто только сейчас решил переобуть своих железных коней. Зимние шины как бы еще ставят, люди приезжают, берут. Последствия бывают, как мы знаем, плохие, плачевные, можно сказать. Все-таки и зимняя шина тоже не на 100% она дает гарантию, но все равно она хотя бы на 80% обеспечивает безопасность. Снег зимой, конечно, не оставляет равнодушным никого, но именно он зачастую становится причиной травм, растяжений и ушибов. Даже удобная обувь не всегда спасает. В больнице с нами поделились статистикой поступивших за последние 10 дней. Цифры внушительные. За последние 10 дней поступило 520 человек, 70 из них госпитализированы. В связи с погодными условиями частота поступления увеличилась. Из-за гололедицы большинство людей отказываются, поступают в травматологический кабинет, в отделение скорой медицинской помощи. Буквально где-то минут 20-30 назад поступила к нам женщина, подскользнулась, упала и получила перелом надколенника. Пока взрослые пытаются бороться с сюрпризами зимы и ее последствиями, самые маленькие знают верный способ, как пережить холода. Одеваются потеплее и лепят снеговиков. Зарема Евлоева, Магомед Измайлов, Муса Хамхоев, Рахман Цуров. Итоги недели. Такими были новости на этой неделе. С вами была Танзила Цурова. Увидимся в следующую субботу. Удачи вам!